предлагаю поговорить, это пищевые добавки. То есть это как раз то, что и позволяет, во-первых, с одной стороны, увеличить срок годности продукта, да, то есть сохранить его в том состоянии, в котором он был произведен. То есть это всевозможные химические вещества, которые блокируют размножение бактерий, микроорганизмов и так далее, не дают им размножаться вот в то время, за которое должен этот продукт и товар не продукт. Конечно. И вот смотрите, есть красители. Мы вот видим, когда этикетки, да, обращайте внимание, вы, наверное, все вот так или иначе уже сталкивались и слышали «Осторожно, еда» и разные другие передачи о том, что существуют разные обозначения. И вот эти обозначения, нормативы и законодательство заставляет производителя писать, из чего состоит этот продукт и что входит в его состав. И вот пищевые добавки – это одни из тех химических элементов, которые тоже сейчас включаются. Они есть нескольких типов, со 100 до 182 – это красители, то есть это то, что позволяет… Это то, что позволяет усиливать или сохранять цвет продукта. Консерванты, то есть то, что не дает размножаться микроорганизмам в продукте. Антиокислители тоже не дают, это в основном касается жиров, то есть они не дают прогоркать жирам и так далее. Стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса и аромата, обратите внимание, да, пеногасители и так далее. То есть их существует большой-большой спектр. И наша химическая промышленность ориентируется на то, чтобы как-то контролировать, чтобы этот спектр увеличить, чтобы они были доступны, многообразны и так далее. А государство должно ориентироваться на то, чтобы поставить такие условия и рамки, чтобы вот эти все добавки не делали продукт непригодным для употребления, да, то есть чтобы продукты все-таки оставались безопасными. И вот то, что касается Кыргызстана. В Кыргызской республике запрещено только 5 видов пищевых добавок. Это вот они, да? Это, опять же, но я хочу сделать такой деталь, что это в рамках санитарно-эпидемиологических правил, да, то есть санпинов, про которые Нина Сергеевна сегодня говорила, которые не имеют любительной силы, а, соответственно, носят только рекомендательный характер. И поэтому даже вот эти вот 5 видов, посмотрите, то есть одна из пищевых добавок – это формальдегид, да, то есть это страшное, довольно опасное химическое, ядовитое вещество и так далее. Но при этом нужно сказать, что пищевые добавки еще могут быть опасны даже не сами по себе, а в разном сочетании друг с другом. И про это мы тоже поговорим. Опять же, практически все пищевые добавки могут быть опасными при неправильном хранении, при истечении срока годности и так далее. В санпинах то, что касается детского питания, определено, что в детском питании пищевые добавки, в детском питании в продуктах, которые обозначены как натуральное молоко, натуральное мясо и так далее, не допускается применение никаких пищевых добавок. То есть такое требование есть. Что на самом деле, это вот второй вопрос. Но это требование санитарных норм и правил. Ну и про несколько разных видов продуктов, про которые я хотела вам рассказать, для того, чтобы вот некий спектр расширить. Сырокопченые колбасы. В чем их опасность? Ну, с одной стороны, у нас очень много товаров, которые содержат различные пищевые добавки и разные какие-то химические элементы. Я не хочу сказать, что теперь мы не должны есть ничего. То есть вот это иногда может создаться впечатление после этой презентации, что все, да. Но я хочу сразу оговориться, что вот пищевые добавки и вот эти продукты, они могут вызывать какие-то последствия для здоровья, если есть повторяемость, то есть периодично, часто, много и так далее. То есть все зависит от концентрации и частоты воздействия этих химических веществ на наш организм. То есть если вы там 2-3 раза в неделю поели колбасы, ну ничего страшного в этом особо нету. Да? То есть вот так вот я не собираюсь вас пугать вот, до такой степени. Но при этом, если это частое употребление, да, и в больших количествах, то тут нужно задуматься и скорее всего, ограничить в своем рационе наличие вот этих вот добавок. Значит, что? Сырокопченые колбасы. Ну, если это коптится дымом, то может содержаться бензопирен, да, в остаточных количествах. Бензопирен у нас
сейчас лаборатория санэпидемстанции будет делать. Мы не делали бензопирен в колбасе, но мы делали на ГМО. И мы покупали самые дешевые сосиски на рынке города Бишкек, на Ужском рынке, и делали их анализ. Мы ГМО не нашли, то есть самых дешевых не нашли. Но есть и другие параметры, по которым может быть вопрос. Да? Каротинин, усилители вкуса, усилители цвета. Да? То есть это вот нитрат натрия, да, он используется для усилителей цвета. Если вот вы берете колбасу, видите ее ярко-красный такой вот цвет, то лучше всего отказаться от этой, ну, то есть ее лучше не брать, да. Вот глутамат натрия, это пищевая добавка 621, она может вызывать привыкание. То есть это добавка, если ты часто ее употребляешь, а потом вдруг не употребляешь, тебе кажется, что другая пища, она не совсем вкусная. То есть, вот, ну, я не знаю, специально это хитрость или нет, но факт тот, что ряд исследований показали, что вот 621 добавка, она может вызывать именно вот такие последствия. Крахмал. Вот эта добавка на всех колбасах Риха написано. Ну, по крайней мере, я встречала 621 добавку на докторской колбасе Риха. На всех. Да, его хочется один раз это поесть. Потом, да, и так далее. Содержание крахмала. Анечка, можно вот одно, я потом попрошу, потом сказать про здоровые школы, чтобы школу без глутамата делать, да? То есть я только один момент хочу сказать, что дети, вот часто, вы просто обратите внимание, что не любят супчики, вот эти вот кнор там всякие и так далее. Вот когда мы сыпем эти вот кубики, вот проблема не в том, что там куру так много варили, да, что получился кубик из этого, а в том, что там овощи соединили с глутаматом. И получилось вкусненько. Ну, просто чтобы как химизм, только он по-моему глутамат. Вера Владимировна, глутамат же, да, или нет? Нет, А или О. То есть это вредно, значит, О? Да, О. Вот. Просто я имею в виду, что вот вы обратите на это вещество внимание, и поэтому вот особенно когда в школах будете говорить с теми закупщиками, просто там про ГМО сложно определить, да, с этими-то. А это вот именно усилитель вкуса, и он, то есть вот по моделям здоровой школы, что не надо, чтобы в школах детям добавляли вот эти вещи, да, Нитка? То есть я думаю, что, то есть я, извините, я не только просто сказать, что это только в колбасах, а его сыпят и так, просто вот. Ну, то есть это всевозможные кубики. Да, вот кубики, вот спасибо. Да, это все практически кубики, которые, они не содержат действительно жиров и всего остального, но содержат именно пищевые добавки. Поэтому от них нужно отказываться просто во всех возможных... Особенно детям и беременным женщинам. Да. То, что касается вот копчения, да, копчение оно разное бывает, но на сегодняшний день часто распространено именно вот коптильные жидкости, которые не являются полезными, и поэтому копченую колбасу лучше часто не употреблять. Да? Молочные продукты. Вот по молочным продуктам, ну, первое, что нужно сказать, это то, что если лучше не употреблять молочные продукты, если они на упаковке написано хранятся более 2 месяцев. Потому что вот все, что хранится более 2 недель, то, что касается молочных продуктов, лучше не употреблять. Это значит, что туда введены стабилизаторы, это значит эмульгаторы и все остальное. То есть это те добавки, которые позволяют молочным продуктам сохраняться долго и в той форме, в которой они есть. Модифицированный кукурузный крахмал, да, тоже читайте на упаковке, это должно быть, да, написано. Чем опасен модифицированный кукурузный крахмал? Потому что это ГМО. Хорошо бы от бруцеллеза кипятить 2 часа. Ну, то есть варить 2 часа мясо, это вот, это гарантия, да? И точно так же 8 минут. Причем вот с рядом людей из санэпидемстанции, когда мы с ними, не из санэпидемстанции, а из лаборатории Госагентства по охране окружающей среды, там одна женщина кипятит вообще 20 минут. Я говорю, а что там у вас остается? Там же, ну, как бы очень мало молока в результате. Но вот факт тот, что... Там они говорили, знаете, оказывается, вот, на литр молока можно кружечку, вот, 200 грамм, может быть, 100 грамм этого. Воды, да, чтобы она выпарялась, это тоже можно. То есть чуть-чуть добавить воды, в принципе, нормально, когда кипятишь, потому что, ну, кипятить лучше подольше. То, что касается кишечной палочки нашей с вами, мы делали молоко, которое мы покупали в магазине «Народный». И кишечная палочка тоже, она может содержаться в молоке, и есть определенная допустимая концентрация, да, норма. Но, с другой стороны, норма
если норма превышена, и вот в той молочной продукции, которую мы брали, говорю же, из магазина «Народный», там норма была превышена, кишечной палочки именно. И это связано с тем, что нарушается процесс обработки, процесс хранения, процесс перевоза и так далее. То есть вот создаются определенные условия, при котором процесс сбора, да, при котором кишечная палочка может как бы превышаться. Вот я не помню во сколько, но если надо, я принесу завтра протокол исследований, и мы можем детально посмотреть. То, что касается еще молока, вот опять же, я живу в сельской местности и периодически покупала молоко у одной женщины, которая вот я знала, что вот я у нее, у этой коровы именно покупаю. Но заметила, что иногда она пасет свою корову возле дороги. И это крайне нехорошо влияет на качество молока. Потому что дорога – это осаждается рядом, вокруг дороги тяжелые металлы, в частности свинец, который добавляют в бензин, как присадки для повышения октанового числа топлива. И в результате, когда животные поедают траву вокруг дороги, в молоке коровы обязательно тоже может быть превышено содержание свинца. Поэтому, если вы видите, если у вас есть знакомые, которые содержат коров, там, крупнорогатый скот и так далее, вы им скажите, чтобы они не пасли коров возле дорог, да, так или иначе. Ну, и у нас, опять же, есть много и других мест. Элементарно, но при этом это важно. И вот я даже проводила специальную работу с этой женщиной. Я говорю: Гулечка, где паслась ваша корова сегодня? Она говорит: далеко, бери далеко. Учет журнал. Ну, то есть работа велась. Можно спросить вот насчет пастеризованного молока? И получается, пастеризованное молоко, его же сначала предварительно кипятят, а потом уже упаковывают в эти вафли. Это не кипячение, это пастеризация. Давление и температура, но температура не доводится до кипячения. 80 градусов. Да. Оно сырое. Потому что, не верьте, ребята, нету, вся пастеризация проходит в таких ужасных кустарных условиях, знаете, что невозможно. Я не знаю, можно ли это назвать пастеризацией. Лучше вообще не трогали, сразу разливали. Вы видели, вот отсюда как раз кишечная палочка. И кишечная палочка. И это хорошо, если только кишечная палочка. А если бруцеллез? Вот это же опасно. И здесь еще и тетрапакеты. они расскажут на своей презентации. Больше можно не употреблять. Завтра принесем из этой. Принесите обязательно. Да, хорошо. Ну, это то, что касается молока, да, то есть подальше, да, молочной продукции. Теперь сладкие газированные напитки. Это то, что любят наши дети, кока-колы и все остальное. Вот то, что касается кока-колы. Буквально, ну, не только дети. Вот у меня муж тоже пьет, борьба, пока вот я проигрываю. Ну, что делать? Тараканов затолкай. Я детям белую пьянку, колу купила. Мух, тараканов. Ну, не тараканов, что-то. Все, до сих пор не пью. Ну, 2 года, 19 лет, да. Анар, даже если в воду мух засунешь, они сдохнут. Они там не живут. Ну, в общем, что здесь сложности в чем, да? То есть, это понятно, что это химия, да, сплошная, сахар, химия и что попало. Но, значит, здесь они содержат бензоат натрия, Е211. И вот этот бензоат, с одной стороны, это канцерогенный эффект, да? Но с другой стороны, бензоат, когда он соединяется с витамином С, то есть если бывают всевозможные витаминизированные там коктейли и так далее, это еще несколько раз хуже воздействие. Потом ряд сахарозаменителей, да, вот синтетические заменители сахара, они тоже, ну, как бы, влияют достаточно плохо на поджелудочную, на желчный пузырь и так далее, и провоцируют болезни мочевыводящих путей. Да? То есть вот вообще вот с этого рода продуктами нужно быть, ну, ужасно осторожными. Ну, а здесь это я вот из интернета нашла, что через 10 минут после того, как вы выпили стакан колы, 10 чайных ложек сахара ударят по вашей системе, потому что это ежедневно рекомендуемая норма в день. Да? А тут, получается, мы получаем за раз, и не будет тошнить только потому, что фосфорная кислота подавляет действие сахара. Да? То есть фактически, ну,
вот есть Химические реакции в о чем организме подумать, да. А вы исследовали напитки от компании Шоу? Не исследовали, но я их пью, люблю и не исследую. Интересно, если они полезны, то лучше можно. Да. Ну, нет, вообще по логике, знаете, вот по здравой логике смысла, они полезны, да. Другой вопрос, что как соблюдается ли процесс, соблюдается ли рецептура, давайте, почему нет? Сейчас Да, то недавно есть, я узнала у своих знакомых, да, что колы используют для очистки канализации. Я использую Да, это да. очень хорошо, кстати. Так что да, да. туда используйте. После переедания работает только так. Ну и, конечно, углекислый газ, который содержится вот в этих вот газированных напитках, когда он соединяется с водой, образует угольную кислоту, и она раздражающая. А? Да. Вот, во-первых, вот она раздражающе действует на организм и выводит сахар. Вот ортофосфорная кислота ускоряет процесс вымывания кальция из костей. А как это важно для молодого растущего организма, где формируется только скелет и так далее. То есть потеря кальция будет происходить. Вот. Санэпидемстанция исследовала, кстати, напитки, но она исследовала энергетические напитки, а не Кока-Колу. И у них есть целый такой вот труд по этому поводу. Единственное, что они обнаружили. Они обнаружили, ну, понятно, что ускорение сердцебиения там, и так далее, и так далее. Превышение какой-то той или иной концентрации нет. Но когда это соединяется, например, ну, как бы вот в организме еще с чем-нибудь, тогда получается, ну, эффект совершенно не позитивный. Поэтому нужно отказаться, конечно, от напитков вот подобного рода, да. Нитраты, ну, скоро весна, и это очень актуальный и важный для нас, для всех вопрос, потому что как определить, да, все идем на рынок и так или иначе беспокоимся и боимся. С нитратами я куплю сегодня огурцы или без, да, и так далее. Ну, вот несколько моментов. Во-первых, сами нитраты, да, по себе, они безопасны. Но при соединении с кислородом нитриты, и они уже токсичны для нашего организма. Овощи делятся на несколько видов, да, которые могут накапливать в себе, содержать большое количество нитратов и которые не так уж много накапливают. И опять же, в овощах нитраты не содержатся вот полностью, да, содержатся только в большей степени, большая их концентрация содержится в определенных, ну так скажем, частях овощей. Ну вот те, в которых мало нитратов содержится: горох, фасоль, капуста, картошка, репчатый лук, ягоды, фрукты, да, в которых среднее количество: кабачки, репа, тыква, редька, морковь и огурцы, обратите внимание, но в огурцах в кожице. Те, которые содержат высокое: шпинат, свекла, зеленый лук, редиска, дыня, арбузы и так далее. Вот маленький совет, как определить, содержит ли арбуз нитраты, потому что очень актуально. Вы берете саму мякоть арбуза, которая вот эта вот красная, и помещаете ее в воду. Так вот, в воде, если вода становится серенькой, мутноватой такой, но не красной, серой, то значит это нормальный арбуз. Но если она становится красного оттенка, розового оттенка, то значит это высокое содержание нитратов. Потому что если это сахара, они дадут мутноватую такую водичку. А если нитраты, то они дадут розовую, красную, оттенок будет совершенно другим. Да. Ну вот, и значит, где они в основном накапливаются? Нет, тут у меня нет А как нитраты добавляют в арбуз? Они поливают или что-то? Да, это, да, попадают нитраты в организм, хотела сказать, с удобрениями, да. Селитра это неправильное количество внесенных удобрений. Ой, можно выключить. Но за счет нитратов очень сильно и буйно получается рост, да, рост биомассы, и поэтому это как бы выгодно, да, но с другой стороны это вот не сильно хорошо влияет на наш организм. И особенно это, кстати, опасно для детей, потому что отравление нитратами, ну, для нас вот раз и все, да, а вот для детей оно может оказывать гораздо более худшие последствия. Еще нет. Ну, попробую. В этом году попробую, да.
Это буквально недавно мы узнали про это, и вот санэпидемстанция тоже говорили, и арбузов еще с тех пор не было. Так что как будет, первое, что я буду... Но, если честно, то я тоже. То есть я стараюсь ранние арбузы практически никогда не брать, и желательно... Они так, ну и все равно, тем не менее, да, стараться нет. Но при этом, вот смотрите, все равно, где содержится больше всего шкурка и под шкуркой, да, и середина. Если это капуста, то это будет середина в основном, да, сама кочерышка, и там огурцы, это шкурочка, да. Если вы сомневаетесь, почисти лучше ребенку, да, и дайте тогда это. То есть именно там будет содержаться большее количество нитратов. Ой, то, что касается жиров, масел и так далее, да, вот когда мы жарим и жарим долго при высокой температуре, то появляется ряд опасных веществ, да, канцерогенов в том числе, которые ну, совсем нехорошо влияют на наш организм. И, кстати, вот я хотела привести пример 70-й школы, когда вот еще Вера Владимировна там была директором и замдиректором. Ну, вы были там всем, Вера Владимировна. Вот. И они тогда запретили просто в школьной столовой использование, да, жарку, то есть продукты, которые бы, вернее, как это? Повторное использование. Да, повторное и любое использование для жарки, да. И это очень позитивный опыт, я считаю, который нужно распространять и в регионах для школ, потому что лучше не допускать. Вот эти вот пирожки бесконечные, которые на каком количестве масла жарятся на одном и том же бесконечно. И еще вопрос, на каких сковородках. Да, и на каких сковородках, это мы к этому еще придем. Но вот факт тот, что потом, смотрите на упаковках, если масло написано меньше 82,5%, то это... масло, разбитое водородом, да, то есть это специфический, да, это специфический химический процесс, который понижает процент жирности масла, но автоматически сразу оно становится не полезным для нашего организма. Поэтому вот просто посмотрите на эту цифру. Масло, жирность масла меньше 82,5, это сразу уже не полезное масло. Вот. Ну и понятно, что во многих веществах оно содержится, понятно, это маргарин, мягкие масла, вот все, что соединение сливочных и растительных масел, да, животных и растительных масел, это нехорошо. То есть нужно либо растительные, либо животные, не надо их смешивать. Расскажите, что за масло рапсовое? Про рапсовое, это культура рапс. Оно не вредно, рапсовое, это растительное масло. Оно дешевое, это очень полезно. но оно не... Еще и у нас произрастает. Да, рапс у нас... Рапс это такая культура, с которой выжимают. Белая семечка вот такая маленькая. В технических целях Нет, его можно использовать и в технических, когда оно не рафинированное, низкокачественное, да, можно и в технических, но и в пищевых я тоже читала, что оно в принципе достаточно хорошее. Значит, где эти масла используются? Маргарины, как я уже сказала, рафинированные, майонезы, кетчупы, фастфуд, всевозможные, картошка фри, да, то есть это те вещи, ну, от которых нужно стараться отказываться и как в домашнем хозяйстве, так и на уровне, на уровне детских социальных учреждений. Ну и, конечно, вот эти чипсы, попкорны и все остальное тоже минимизировать, да, максимально минимизировать, потому что и так количество химических воздействий, да, и физических на организм человека, сейчас, ребенка особенно в наше время, принципиально просто расширился, да, и начиная от компьютеров, физического воздействия и вот такого рода химического, телефоны, да, химическое воздействие, оно может как бы комплекс никто не меряет, никто не знает, а как вот комплексное вот это воздействие может, какие последствия для организма принести. Поэтому нам с вами нужно максимально обезопасиваться. Почему вредно эти бегемотики, там эти гамбургеры, вот это масло внутри жира? Это жареная картошка, с одной стороны, да, с другой стороны, это в принципе то, что это пища, которая не сбалансированная, да, то есть это углеводы, жиры, жиры. Котлета, которые готовятся, говорят, что как-то готовится очень быстро и поэтому как бы некачественное. Какое там мясо, мы не знаем тоже, да, то есть это может быть и ГМОшное мясо, это может быть и китайская свинина, мы не знаем. Вот, то есть на самом деле
деле такого исследования, как вот, например, Анара Сайдзада проводили, мы не проводили. Но при этом, конечно, лучше от этого отказываться. Единственное, я видела вот как-то по телевидению тоже, по-моему, ну вот по российскому показывали результаты, да, последствия того, когда человек ест, да, только сплошной фастфуд, да, и это отвратительно влияет практически на наш ЖКТ, на здоровье и так далее. То есть это вот желательно от этого отказываться. Это комплекс негативных воздействий. А вот обычно считается, что маргарин в пачках, они менее калорийны, чем сливочное масло, да, против как. Конечно, они менее калорийны. Смотрите, у них жирность ниже. Но, с другой стороны, какие это жиры? Это жиры, которые для нашего организма не принесут ну, как бы вот, пользы, да, хорошей. Потому что оно... Дильбар, по отчеству, санэпидемстанция городская сказала, что вот это маргарин, которым в детских садиках, да, наших детей кормят, он откладывается, он не выводится, кажется, полностью из организма и сразу в печени как бы откладывается. Поэтому, да, и вот маргарин это синтетического происхождения масла, поэтому его нельзя. Ну, нужно ориентироваться на натуральное. Вот чем меньше его гробят, тем лучше. Да? ГМО. Сегодня вот говорили о том, что ГМО делают у нас, но делают качественный анализ, не делают количественный. Превышают ПДК или нет. Только говорят, есть или нет. И это тоже уже, слава богу, хорошо. Анализ на ГМО стоит в районе 800 стомов. Где-то так, ориентировочно. Да. Значит, то, что касается у нас, вот чего... Какие обязательства у производителя есть в Кыргызстане по поводу ГМО? Первое, это производитель продукции должен и обязан использовать, указывать, что использованный ГМО. То есть обязательно должна быть маркировка. И это очень важно. Это то, что указано в санпинах. То есть читайте этикетки, если там не написано и вдруг содержится, ну, например, ГМО, да, то это нарушение наших прав. Что такое из себя вообще представляет ГМО? Да, вот буквально несколько слов. Это когда один организм, он обладает определенным набором свойств. И есть другой организм, который обладает другим набором свойств. И вот ген из этого другого организма вживляется в этот организм. И свойства первого меняются. Да? Например, если в клубнику помещаем там ген медузы, мы получаем такую клубнику, которая не будет подвержена, например, ранним заморозкам. Да? Ну, там колорадский жук не ест ее, но какими-то другими вредителями. Да? И получается, что такой продукт, да, он может выглядеть лучше, он может быть красивее, да, больше и так далее. Может быть даже вкуснее и прекраснее. Но есть два типа опасности у ГМО. Первый тип опасности – это когда этот новый организм вырывается в окружающую среду. И таким образом он засоряет местные виды, да, то есть никто из местных видов, ну вот обычная вот такая клубника может конкурировать с этой? Не может. И поэтому, получается, происходит засорение, генетическое засорение тех популяций, которые вот у нас есть. Это раз. А второй момент, какие опасности могут подстерегать нас, это то, что мы не знаем, каким образом вот этот продукт будет влиять на наш организм. И в этом смысле я вот здесь просто пишу презумпция потенциальной опасности. Почему потенциальной? Хотя в большей степени, да, сейчас уже существует довольно много исследований, которые все-таки показывают отрицательное влияние ГМО на организм человека и других существ. Да, вот там вот по крысам были исследования и так далее. Конечно, существует большое лобби со стороны производителей ГМО, да, со стороны тех, со стороны рынка, которые не дают, часто истопорят эти исследования. И получается, что мы, к сожалению, не имеем полной картины, представлений о том, какие риски несет в себе употребление этих продуктов. Но при этом, что было бы хорошо донести до наших школ, до наших регионов? Если вы видите, что это ГМО, не ешьте. Особенно это касается детей, особенно это касается беременных женщин. Вот две группы риска, которых вот желательно оградить совершенно от употребления ГМО. Несмотря на то, что даже если вдруг нету этого на упаковке, но где потенциально могут содержаться ГМО? Крабовые палочки 100% практически, потому что это соя. Нету там никакого крабового мяса. Вот, вот крабовое мясо не надо. Практически вся соя, которая у нас на рынке, это ГМО. То есть вот соя – это вот оно. Да?
Дальше. Соевое молоко сухое тоже. Соевое, конечно. То есть соя, вот везде, где вы видите сою, кстати, именно сою добавляют часто, например, в колбасы. Да? Ну вот я говорю, те сосиски, которые мы делали, там не нашли ГМО. Но это... Ну, там нашли же. А в Рихе нашли, вот видите, да, то есть дальше получается, что у нас рынок, мы еще сами не знаем, да, и поэтому, ну, часто и производители, многие не говорят о тех или иных. Спросить, вы ГМО не нашли в этой сосиске, а что там было? Там мясо было? Ну, крахмал, но все в пределах норм. Все в пределах, ешьте, да, все в пределах норм. Какао, арахис, зеленый горошек, кукуруза, кукурузные палочки, хлопья с сахаром и колбасы. Кстати, это все ГМО. Ну, не все-все, но в этом вероятность ГМО какао. Арахис это вот орешки вот такие вот. Вот смотрите, я говорю, что в этом... Слушайте, в этом очень велика вероятность содержания ГМО. То есть нельзя сказать, что 100% вот все вот в этом есть и так далее, да? Велика вероятность. Ну, кукурузу вот вы вырастите, и что, там будет ГМО, что ли? Нет же, конечно, да? Но вероятность вот нахождения там, особенно если это продукция иностранного производства. Аня, вот про какао еще раз уточните. Оно все ГМО? Опять же, я говорю, не все ГМО, но высока вероятность, да? Вот именно в этой продукции высока вероятность наличия ГМО. В этих детских есть вот сейчас свечки детские, да, вот при профилактика болезни. Виферон. Виферон, он же хорошо помогает. И он на основе какао. Что это масло какао. А это можно, да, его, значит, он не ГМОшный, да? Там же не написано, но вроде должно. Да, и сделают виферон. Аня, тендер, вот какао в пачках по 100 грамм, а 691 килограмм садики. Вот опять же, да, и соответственно нам нужно как минимум смотреть, да, потому что нельзя в садиках любые продукцию с ГМО употреблять, и это очень важно. Теперь вот то, что касается посуды, да, мы начали сегодня говорить, вот она меламиновая посуда, которую мы делали, которая превысила в 108 раз содержание формальдегида. Это меламиновая посуда. А вот эта, про которую я говорила, помните, это посуда из... нержавейки, да. И вот нержавейка, ту кастрюлю вот эту, которую я купила за 230 сомов на Ожском рынке, в ней не было, она не выделяла тяжелых металлов, в этой конкретной не было. Но, опять же, по данным госстандарта, они говорят, что в последнее время они все чаще и чаще встречаются с образцами, которые содержат тяжелые, да, тяжелый металл. Потом, значит, второй момент, вот эти термоподы, знаете же, да? Ну, когда нажимаешь, и вот идет, да? Там же внутри тоже вот это вот нержавейка. И при этом там постоянная температура, да, и постоянно горячая вода. Металлический, ну, внутри, как термос, да, нажимаешь. Чайники точно так же. Чайники вообще пластиковые не берите, вообще. Вот пластиковые, электрические, пластиковые не берите. А какие нужно брать электрические? Электрические, металлические, российские желательно. Вот. И вот, да. И вот эти термоподы. А мне тут, представляете, вот у нас, значит, исследование идет, и тут у меня день рождения, и мама мне... И мама мне дарит чайник. Термопод. И я говорю, что ты наделала? Да. Но в результате мы сделали анализ воды из термопода, из этого, но она показала нормально. Я, конечно, держала кулаки, чтобы она показала нормально, чтобы термопод у меня сохранился. Но факт тот, что все-таки берите с сертификатом. Хотя вот тоже, когда мы говорим с сертификатом, а поди найди с сертификатом. Я весь рынок обошла, но термопода с сертификатом я не нашла, потому что до этого я собиралась купить, думаю, ну куплю я себе, ладно, так уж и быть, удобно, да, но я не нашла с сертификатом, поэтому... Взять занимается оптовой продажей вот кастрюли, посуды, да? Да, вот таких крупных посуды, да? И знаете, ни на один этот нет у него сертификатов, документов соответствующих, потому что я хотела тоже
перепродажей заняться, потому что он оптовые поставки делает, да? И хотя бы документы есть, а он говорит, какие документы? Я такая, ну понятно. Вот, а причем вот эти кастрюльки, да, почему они еще бывают некачественные? Потому что их китайцы переплавляют из того металла, который они покупают у нас. А зачастую это бывает низкокачественный, низкосортный, вырытый. В том-то и дело. И вот, да. Вот те, которые продают именно вот бутылочки детские. Сейчас, я, кстати, вы знаете, вот бутылочки детские с сосочками, я туда... Говорят, что они токсичные, все же продают и в аптеках. Я вставила вот в раздаточный материал для вас, потому что в этих пластиковых бутылочках, да, вот таких вот детских, может содержаться другое токсичное вещество, бифенол А. Но, вот, по крайней мере, по тем исследованиям, которые мы видели, которые я находила, не нашла. То есть опасности, ну то, что они действительно представляют там опасность, меламин, да, но вот эти вот прозрачные пластиковые эти самые нет. 400 с чем-то сомов, а на базаре... Ну вот когда у меня ребенок был, да, вот когда у меня ребенок был маленький, я брала только стекло, вот только стеклянное. Я не брала пластиковый. Да, иногда неудобно, да, там разбивается, там несколько раз мы поменяли, но это было только стеклянная посуда. Вот. Значит, вот по поводу меламина. Вот смотрите, видите? Да. Меламины. Вот так вот оно написано. Да, вот такой значок. Или иногда и не написано. То есть бывает, что и не написано, да, но вот часто, по крайней мере, Ожский рынок, Гоин и так далее, они там подписаны. И корейская, да, вот корейская посуда, практически очень много среди корейских товаров меламиновой. Кружочек и внутри мы. Или кружочек и внутри мы, да. Теперь вот то, что вы спрашивали, посуды с тефлоновым покрытием. Это не наше, это не данные нашей санэпидемстанции, но это данные российских исследований. Вот в чем ее особенность? В том, что до 260 градусов эта посуда якобы не выделяет никаких опасных веществ в продукты. Но с другой стороны, а попробуйте определить, сколько вот в этот секунду нагрелась до скольки градусов ваша сковородка. Непонятно же, у нас же нет термометра, который говорит 280 или 260, или вот так. Ну как? И получается, да, и получается, что мы не застрахованы. Теперь второй момент опасности тефлонового покрытия. Ну, что такое тефлон? Да, это определенный сплав пластиковый, который наносится на поверхность сковороды. Тефлоновое покрытие опасно тем, что когда оно начинает повреждаться, да, вот тогда начинают выделяться различные химически опасные вещества. Нет, если тебе металлическим, скажем так. Оно может и не при первой жарке повредиться. Но вот, например, у меня такая сковородка была. И когда я про это узнала, я не знала про это. Но я выкинула ее тут же, сразу же, до сих пор мучаюсь. Кстати, вот чугун наиболее безопасный. Но вот тефлон, если у вас есть тефлоновое, лучше отказаться от его использования, от греха подальше. Да, вот. А вот микроволновки, тоже важный, наверное, момент. Использование микроволновок. Подогрев пищи сейчас просто подогревают на улице и прочее. Ну, вот самое главное, чтобы в микроволновке не подогревалось в пластике. Вот желательно в пластике не подогревать. Да. Да. Вот в пластике не надо. Да, потому что неизвестно. А в школах тоже они же так упакованы? По самой я не знаю. По самой у меня нету данных. На микроуровнях тоже убирают ценность продуктов. Ну, про это я не знаю, поэтому, может быть... Женщины около микроволновой печи 3 метра должны. Ну, вообще, вы знаете, от всех практически бытовых... Практически все бытовые приборы, работающие на электричестве, да, у них есть электромагнитное поле. И
стоять, долго находиться вот в этом электромагнитном поле лучше не надо. То же самое касается, например, электрических духовок, микроволновок, даже холодильников, фенов и всего остального, да. Но телевизоры сейчас другого чуть-чуть качества, да, вот эти плоские экраны, да, то есть поэтому разница, да. А то, что касается вот этого рода, это так называемое электромагнитное загрязнение. И оно, кстати, вот сотовые телефоны, тоже электромагнитное загрязнение сотовых телефонов, оно довольно серьезно. И нужно сказать, что больше обладает большим воздействием телефоны более старые и с более старыми батарейками. То есть если у вас более новый телефон и с более новыми батарейками, то это экологическая безопасность. Меньше воздействия, у вас меньше воздействия на вас будет оказано. Керамическое покрытие. Вот сколько я искала материалов разных, смотрела и так далее. Считается, что керамическое покрытие на сегодняшний день одно из самых нормальных, Жаровни раньше были такие. экологических. Жаровни, да, покрытые, но они откалываются. Они откалываются. Единственная проблема в том, что они недолговечны, хотя у них высокая термостойкость, 450 и так далее градусов, да, вот, но говорят, что год, полтора. Скажу честно, я купила себе, я жертва рекламы, я купила себе сковородку с керамическим покрытием, экспериментирую, вот как бы смотрю. Месяца 2, наверное, может 1,5. То есть еще как бы трудно сказать, да, но при этом вот из-за того, что я когда просматривала все эти вещи, думаю, ладно, тефлон выкину, керамику куплю. Через год появится результат о том, что керамика вредная, сделаю то же самое. Она отколется, скорее всего, где-то, возможно, я же говорю, год-полтора ее красить. Но очень замечательно, я согласна. Мне она ужасно нравится, это не реклама, но пока не доказано обратное. Пластики, вот про пластики тоже Элита сегодня сказала несколько слов, да, но я скажу вот о чем. Маркировка пластиков. Если вы используете пластиковую посуду для еды, да, несколько важных вещей, которые нужно предусмотреть. Первое, чтобы обязательно был значок того, что это именно для еды. Да? Это обязательно. И вот этот значок, он как раз и даст возможность это делать. Желательно пластики, не использовать для горячего, да? Потому что Бог их знает. Теперь вот эти вот обозначения пластика. 3 опасно. И вот если вот 6 или полистирол не используйте для горячей воды и для алкоголя. А это как раз белые пластиковые стаканчики. Ужас. Да, то есть белые пластиковые стаканчики. Стойкая стеклянная. Это хорошо. Да. То есть получается вот полистирол, потому что стиролы могут. Да, стиролы могут попадать в пищу. Хрусталь, ничего не знаю про это. И вот на чем еще хочу остановиться, это моющие средства. Ой, вы знаете, вот одна из проблем в том, что на сегодняшний день лаборатории санэпидемстанции делают только анализ на кожно-раздражающее действие, pH, моющих средств, да, и все. Но есть очень важный индикатор, который вообще было бы замечательно, важно, нужно и очень хорошо делать. Это смываемость, анализ на смываемость. Потому что получается, что когда мы наносим, мы расщепляем жиры и так далее, моем, но как быстро оно смоется, мы не знаем. И вот этот вот вопрос того, что когда частички этого средства остаются у нас на посуде, а мы моем посуду каждый день, и они, попадая в наш организм, начинают, первый удар наносят по микрофлоре кишечника. И, соответственно, дальше появляются все эти дисбактериозы и все остальное. Да? И поэтому желательно. А детские сады, что вы думаете, они прям сильно отмывают там эту посуду по 100 раз? Нет же, конечно. Фейри.
Фейри, там китайская. Фейри, ашканы – самые дешевые средства, которые обладают плохой смываемостью, которые содержат в своем составе достаточно большое количество поверхностно-активных веществ и влияют на наш организм, на желудочно-кишечный тракт, когда попадают. Вот. Ну, есть, знаете, хорошие новости, Аня. Да. Сейчас МВ очень хорошо, МВ-компания очень хорошо взялась за директоров школ и садиков, и они все туда записываются, потому что, ну, они же сами скупают это мыломоющие средства, покупают оттуда, там они деньги. Ловки, да? Да, ловки. А про МВ сейчас поговорим. Да? Да. Вообще любые, вот, нет, про ашкан, вот сейчас про МВ сейчас отдельно, значит, любые моющие средства желательно использовать минимально. Вот минимально, когда у вас уже, ну, настолько чудовищно загрязненная посуда, вот тогда уже да. Тут, ну, вот мы разговаривали с Элитой, да, тоже. Она говорит, ну нету у нас этих исследований. И точно так же токсикологических вот этих исследований моющих средств на организм. Поэтому, получается, используйте минимально. Что использовать? Соду. Вот используйте соду, по крайней мере, дома. Да? Горчица прекрасно, сода прекрасно, отстирает чудесно. И, кстати, раньше в садиках использовали горчицу. Раньше в садиках. Это теперь, ну, конечно, это облегчает нашу жизнь, это уменьшает затраты времени, это удобно и так далее. Но воздействие, Бог его знает. Поэтому, по крайней мере, дома, вот мы дома используем крайне редко вот это средство. В основном соду используем. Но, опять же, я как жертва рекламы. Я купила МВ. И, значит, купила я его. Да, конечно, и принесла. Вот это средство для мытья посуды, да, МВ. Белое бесцветное. И что вы думаете? Ну, я, значит, стала его изучать в интернете и так далее. Что на нем написано? Вот для того, чтобы средство отмывало что-нибудь, в его составе должны содержаться поверхностно-активные вещества. Или ПАВы, да? ПАВ. И вот ПАВы, они бывают разных видов. Бывают неионогенные, бывают анионные ПАВы. Да? И неионогенные. Неионогенные, анионные. И вот считается, что для организма человека и животных наиболее опасны анионные ПАВы. И они должны не превышать 5%. Да? Вот это как бы хорошо было бы, вот это вот норма, да? Теперь то, что касается неионогенных ПАВ, это вот анионные, они дают пену, очень хорошую, большую, активную пену, да? А вот неионогенные ПАВы, они разрушаются практически полностью в окружающей среде и менее влияют на наш организм, да? Но проблема их в том, что они пену дают не сильно хорошую. И поэтому производители стараются, ну, все-таки засунуть анионных, потому что, когда мы моем, и мы говорим, ну что-то вот пены мало. Что-то они, наверное, пожалели чего-то в составе, не сильно качественное средство. И потому что у нас ощущение, чем больше подделку купила, да, не пенится совсем. А это как раз то, что в составе анионных ПАВ мало. Значит, покупаю я средство МВ в счастье. И потом дома, после шопинговой лихорадки, я уже читаю. И я читаю, что тут от 15 до 30% не ионогенных, а потом запятая, анионных ПАВ. То есть я не знаю, сколько анионных ПАВ. Они вообще не говорят мне, сколько анионных ПАВ. Через запятую. 30-15. То есть в этом смысле это какая-то часть, какая-то составная часть вот этих всех ПАВ. То есть если ПАВ от 15 до 30%, и часть из них не ионогенная, а часть анионная, то это довольно много. Теперь, принеси воды чуть-чуть. Да? И тогда мы сейчас посмотрим, а сколько же оно пенится, да, пенится ли оно вообще. Порошок вообще не пенится, но отстирывает хорошо, чем те порошки, которые... И порошок я себе купила.
порошок. Мне очень нравится, как он отстирывается. И средство отмывает хорошо. Но, понимаете, а дальше вопрос. Вот стираю порошком, нормально, пенится мало, а анионных пав там нету. По крайней мере, в этой самой. Анионных пав нету. Есть только, в стиральном нету, есть только неионогенные павы. Действительно, пенится так себе, отстирывает хорошо, да? Но проблема в том, что когда ты начинаешь мыть руки и смывать его, то смываемость очень плохая, практически никакая. И вот мы сейчас попробуем. Вы когда только пришел, там же лоб этот суперский был, и да, ему вот давали вот на таких листочках информацию, и там было, знаете, что из него можно крем для лица. Да. Насколько и говорят, и так было. Из чего? Похудеть, вот смотрите. Да, похудеть можно было. Вот мы. Так нет, самое главное, что он ну, смотрите, какая большая пена, да? То есть в результате получается, что... И дальше вопрос, а я не знаю, сколько там анионных пав. И непонятно. Ну вот мы сейчас с Литой договорились, что как только у нее будут эти все необходимые реактивы, мы обязательно сделаем ее... Мы обязательно рекламой... Анионные павы. То есть мы обязательно сделаем ее на токсичность, да, то есть насколько оно, да, насколько они токсичны, да? То есть видите, очень. Ну, дело в том, что мои знакомые, у них практически погибал виноград. Что было интересно, они поливали остатками этой воды. И что? Да, виноград вообще дал такие плоды прекрасные. И это замечательно, мы попробуем сделать на луке. Ну, в смысле, как это будет еще. Вот, это то, что касается моющих средств, да, то есть будьте осторожны, рекомендация. Пожалуйста, минимально используйте вот это, и в детских садах это тоже желательно, ну, горчица там еще как-то. Я с вами пойду. Вопрос, использовать его или не использовать? Я вам про это напишу. Теперь другие мыломоющие средства, да? Ну, на что нужно обращать внимание? Обратите внимание, есть разные вот такие вот знаки, да, которые как раз и говорят об опасности. Если вы видите вот эти знаки, то старайтесь избегать этих средств. И, опять же, опасное вещество гипохлорид натрия, да, который тоже может там содержаться, это все будет в вашем раздаточном материале, поэтому лихорадочно там записывать это не надо. Вот по поводу павов я вам тоже говорила. Теперь то, что касается порошков, да, буквально, да, 2 слова про порошки. Не знаю я это. Да, вот смотрите, нахожу исследования, да, это результаты измерения гибели трубочника, червячки. Да, такие. Вот, значит, брали этих червячков, наливали туда определенную, в них эту определенную концентрацию вот этих вот порошков и смотрели время, за которое они гибнут. Да? И обратите внимание, миф. Почти 19 минут выжили червячки. 19. Но чем быстрее они гибнут, тем хуже. Ну и хорошо стирайте, видите, целых 19 минут прожили. А вот ушастый нянь 2 минуты. Я как жертва рекламы. Значит, обратите внимание, я тогда, когда прочитала, что же это ж такое, да, начинаю читать состав. Начинаю читать состав и вижу, какое здесь количество анионных, а вот смотрите, анионных пав от 5 до 15%. То есть, если мы говорим, что до 5, да, то здесь именно вот этих анионных пав от 5 до 15%. И именно они дают вот этот вот результат, да, за 2 минуты. Стирать новорожденным, вот именно. Так вот, понимаете, а дальше, а в этом и есть, понимаете, а это и есть реклама, которая нас где-то обманывает. Уважаемый Биом, давайте программу, как в России, «Среда обитания». Я команду подключу. КТР безоговорочно возьмем, коротенько. Время бесплатно дадут.
Все. На самом деле у меня все. То, что касается пищевых и частично вопросов, связанных с химической безопасностью. Но я же говорю, что мы подготовили раздаточный материал. Не, я 15, после Кириенко говорить Нет. Мыло проводили. Мыло проводили. Иногда в мыле, кстати, вот еще вопрос зубных паст. Мы, нет, покупали самое дешевое мыло, да, и проводится у нас, опять же, на pH и на тяжелые металлы. Не нашли. Самое ужасное покупал, не нашли. Да, то, что касается зубных паст, кстати, ну, у меня... Там триклозан, да, лесной бальзам, триклозан, не берите. В лесной бальзам там триклозан. Сейчас, вот смотрите, есть Илья. Покажи зубную, которую надо пользоваться. Я не взяла. Я взяла. Зеленая полосочка или красная полосочка, синяя в крайнем случае можно взять. А то, что если черная, то не берите. Вот на вот этой... бальзам черный. Да. Я брала только синюю. Какое название? Название не знаю. Подождите в аптеку, мы вам покажем. Аня, так что с блиндометом-то? Блиндомет, мы смотрели детский Колгейт. Там тяжелых металлов нет. Единственное, что тяжелых металлов нет. Но опять же, смотрите, есть различного рода, там, я не знаю, отдушки и все остальное, да. Поэтому здесь тут довольно трудно. Вот. Да. Но в этом смысле давайте пробовать, смотреть, да, как и что. Спасибо вам большое.